Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для львов. Посмотрим, что такого интересного у нас будет. Итак, замечательная карта Солнца, которая полностью соответствует вам, львы, да, это и есть ваша карта. То есть вы будете очень счастливы на этой неделе, будет решаться любой вопрос, за который бы вы ни взялись, когда вы, может быть, как-то публично себя проявляете, да, когда у нас очень удачные вопросы инвестиций, когда мы занимаемся своим делом, любимым делом, и у нас все ладится. Эта карта также говорит и о детях, да, об успехах детей, об их здоровье, о нашем здоровье. В общем, все, что нас радует, будет на этой неделе происходить. Давайте посмотрим, чего же это больше будет касаться. Карта ключ у нас выпадает. То есть, скорее всего, были сложные времена и что-то не решалось. И как раз есть возможность это решить. Кстати, вот эта карта, она у нас связана как раз с Плутоном, да. Вот те события общественные, которые нас всех затронули, они наконец-то вот заканчиваются, да, и разрешаются какие-то важные вопросы. В общем, все, что сдерживало, уходит, и открываются новые двери, новые перспективы и так далее. Если была сложность закончить какой-то важный проект, тоже здесь вот есть возможность решить этот вопрос. Кстати, поездки тоже, если, допустим, вы что-то планировали, да, никак не получалось, вот есть возможность. Ну и вообще все, что связано с ключами, да, ключ от дома, может быть, там ключ потерянный можно найти, или там, допустим, вы продали недвижимость, отдали ключ, купили. То есть все, что связано с ключами, как-то очень важно становится. Либо, может быть, это ремонт какой-то в вашем доме, да, допустим, есть возможность как-то поменять интерьер или решить вопрос там с водоснабжением или еще что-то такое, мастеров пригласить и так далее. А теперь посмотрим, что в отношениях. Выпадает карта старший аркан, еще один старший аркан звезда, очень важная неделя для львов. То есть в отношениях вы будете в центре внимания, очень все у вас приятно складывается, ваш партнер просто вас превозносит, видит вас самого лучшего человека и готов на все для вас. В общем, замечательная неделя для львов. Карта говорит о том, что может быть что-то неожиданное даже в отношениях. Допустим, неожиданно вам партнер предложит там руку и сердце, или неожиданно предложит куда-то поехать в отпуск, или неожиданно предложит, ну, допустим, согласиться на то, чтобы появился ребенок, допустим, у вас раньше были, если сложности по этому вопросу. То есть, ну, очень много всего, какие-то вот ваши желания могут исполниться, те, которые касаются вот вашего совместного житья-бытия. Также эта карта еще, знаете, о каких-то, ну, в общем, каких-то массовых мероприятий, да, вот на большое количество людей. Может быть, у вас была запланирована какая-то там вечеринка или юбилей, или еще что-то такое, да, и вот на вас все внимание здесь может быть. Ну, хорошая такая карта, которая радует. Для тех, кто в поиске партнера, есть прекрасная возможность познакомиться с человеком, причем неожиданно. Это, скорее всего, будет очень скоро, может быть, даже в начале недели. Для тех, у кого пара, опять же, карта Солнца выпадает. Ну, здесь уже как бы все мы сказали о том, что будет происходить между вами. Здесь любовь, здесь как бы такая повышенная, может быть, сексуальность. Карта, когда мы в центре внимания, даже вот в своей семье, да, мы пользуемся уважением заслуженным. Карта, когда исполняются какие-то наши желания, может быть, даже, кстати, здесь подарки какие-то престижных вещей.
Ну, очень часто золото солнце показывает тоже, да. А может быть просто то, что нас радует. Какие-то вот престижные, дорогие какие-то вещи. Кстати, вот эта карта еще и с ресторанами связана. Может быть даже, ну вроде бы сейчас не время, может быть это будет просто как застолье такое на дому, да. Так, теперь для тех, кто в ссоре. Ну, карта говорит о том, что может быть даже и расставание. Если не сдерживать себя, если вы выражать там ревность, какие-то бурные эмоции, то вполне возможно здесь спором каким-то закончится не очень приятным. Поэтому лучше на этой неделе все-таки дать себе время успокоиться и не мириться. Если только перемирие через там секс, допустим, да, вот только тогда это на благо. А так лучше, если вот, допустим, у вас какие-то очень серьезные были проблемы, лучше переждать, дать себе время успокоиться себе и своему партнеру. Для работы тройка кубков. Смотрите, здесь что-то приходит очень приятное, радостное в эту сферу. Тройка кубков, она у нас связана в основном с домом, да, когда в дом приходят друзья, когда у нас праздник, либо когда у нас там ребенок появляется в семье, там, или еще что-то такое. В общем, какие-то события, связанные с домом. Но так как эта карта у нас выпадает на работу, то это, скорее всего, у нас работа на дому, и причем здесь какой-то успех, то, что нас радует. А может быть, это просто неделя отдыха, неделя, когда мы заняты семьей, близкими людьми и совершенно не работаем. Давайте посмотрим, что конкретно у нас здесь происходит. Для тех, кто в поиске работы, скорее всего, здесь задержка. Либо вы найдете прям стабильную работу с хорошим заработком, да, либо немножко придется подождать. Если мы говорим о тех, кто работает, но здесь у нас какое-то обновление идет, может быть, и действительно это возможность побыть дома пока что, да, а может быть, здесь как раз вот что-то начинается, что нас радует, да, чего мы давно ждали. Вот, может быть, здесь там новое направление нам дается, или новая должность, или какой-то там новый проект, что-то такое, вот именно обновление, которое, может быть, нам не совсем понятно, не совсем знакомо, и, может быть, нам нужно будет учиться, но все-таки это для нас шанс какой-то для развития. Может быть, новая должность даже здесь. Для тех, у кого свое дело. Вот здесь, смотрите, нужно быть очень осторожными. Тем более вот у нас с сочетанием с тройкой кубков, да, можно, допустим, приблизить к себе людей, которые впоследствии могут навредить. То есть там, допустим, разоткровенничаться, да, и сказать лишнее. Также карта говорит о том, что могут быть трудности от каких-то людей, которые в нашем окружении, может быть манипуляция какая-то вот от того, от кого мы не ждем совершенно, да, какая-то вот ложь, обман вполне возможно может быть. Поэтому вот нужно быть очень осторожными. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что нужно защищать себя и свои интересы. Нужно иногда, может быть, если вот конкурентов касается, действовать агрессивно и непредсказуемо. Также это карта действий, да, то есть если мы точно знаем, чего хотим, нужно начинать действовать быстро, решительно и вот, знаете, даже немножко агрессивно, да, чтобы не обращать внимания ни на кого, вот вижу цель и действую. Самое главное вот не допустить, чтобы кто-то причинил вред, лишнего не говорить, да, потому что здесь вот может быть там в приятной беседе, либо за рюмочкой там коньяка или вина, да, вот может быть что-то лишнее мы расскажем. Теперь финансы. Туз кубков. Карта говорит о том, что какая-то возможность появляется для того, чтобы зарабатывать деньги приятным образом, чтобы это был канал денежный надолго. И вот эту возможность желательно использовать, потому что они быстротечные. Очень часто мы
к чему-то привыкаем и новое встречаем как бы с опаской, и поэтому нам сложно иногда удержать вот эти возможности, воспользоваться ими. Но вообще туз кубков – это у нас самореализация, да, вот, то есть деньги там, где мы реализуем свои таланты и способности, вот можно так сказать. Для тех, у кого зарплата, карта указывает на дом, то есть это либо отдых пока еще, да, мы не работаем, либо работаем на дому и удаленно, и здесь может быть просто вот также удаленно приходить оплата какая-то. Но в принципе карта стабильная, то есть пока что здесь без изменений. Для тех, у кого свое дело, здесь можно какой-то хороший такой проект начать, но деньги, скорее всего, будут позже. Может быть, они зависят от законов, от государства, от администрации. Может быть, здесь деньги зависят от того, что нужно дело завершить, да, то есть довести до какого-то логического завершения. То есть, кстати, если мы здесь недвижимостью занимаемся, очень хорошее время для того, чтобы заключать какие-то сделки, договариваться. Если же это наша недвижимость, то есть мы покупаем, продаем, то вот хорошее время для этого. Можно и продать, и купить. Если вот у вас были такие планы, вот вполне возможно, и если только не будет каких-то ограничений, связанных вот с законами, да, но в любом случае тут сделка как бы готова, то есть если даже придется там подождать, у нас же здесь туз, да, то есть в ближайшее время это можно осуществить. Совет давайте посмотрим для львов на эту неделю. Карта гора. В принципе, карта хорошая, когда мы очень стабильны, когда у нас есть там высокие цели, планы, когда у нас есть люди в окружении, которые нас поддержат и помогут, когда у нас, знаете, когда нас не сдвинешь с места, мы как бы очень прочно занимаем такие вот хорошие позиции, да, в своей жизни. С другой стороны, эта карта может быть и каких-то препятствий, да, то есть здесь у нас тем более все в снегу еще пока что, да, то есть может быть будут какие-то сложности, некоторые, которые на время лишь только нам мешают, то есть через какое-то время все это уже будет, скажем так, расцветет, да, то есть все будет уже ладится, все будет возможно. Но также карта может говорить о том, что есть препятствие какое-то непреодолимое, может быть, да. Если действительно вот что-то такое происходит у вас на этой неделе, вот вы чувствуете, что вот во что-то уперлись, да, и дальше нет хода. Вот карта говорит о том, что нужно менять направление. Скорее всего, тогда это, как бы цель стоит оставить, но нужно менять подходы. Как это все решить? Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.